Что это? Не знаю, понять не могу сам. А, вон машина едет там, пылит впереди. Чистит, видимо, эти столбики. Так он что, блядь? Ну, ему пофигу. Но у него какая-то труба торчит вправо. Так вот я, блядь, не вижу тебе вот там и пылит. встречку, блядь. Да, встречка есть. Вот я тебе, помнишь, говорила, на космонавтов так же, блин, они сделали. Взяли вот так вот, напылили, надымили. И не проедешь. Охренеть. Пылесос, ты в канале? Пылесос. Пылесос не в канале. Ужас. Вот прямо на дороге встали. Что-то случилось у них там с колесом. Так, время 2:20. Мы приехали в Алдан. Саханефтегазсбыт, заправка. Через 500 метров держитесь левее. Пошел налево. Ну, в этот раз мы не поедем через Алдан. В объезд. Какая разница, скорость та же самая. Просто по Алдану люди ходят. В прошлый раз мы ехали в апреле. Этих домов не видно было из-за того, что тут горы снега лежали. Держитесь А они вон левее. лежат на Титу. Прямо 621 Смотри, километр. все горы снежные, в лесу снега полно еще. Прямо едешь, видно в лесу снег, снег, снег. Вот и Алдан. Что там на горе блестит? Солнечные панели, что ли? Не знаю. Классно. Снежные такие горы. Правда, никогда не видела такой красоты, потому что зимой едешь, все в снегу. Когда летом ехали, Только шапки было. все уже растаявшее было. Там где-нибудь в ложбинках беленькая торчала. А тут прямо такая вообще красотища. Еще катаются, наверное, Кто? на лыжах. Там на Титу, что ли? Ага. Ага. У них тут, наверное, другие каталки есть. Они же не там катаются. Аэропорт, взлетная полоса. Пока фокус ловила, проехала. Склад угля налево. Чурман. Ну, видно, в лесу везде снег лежит, снежок. Тут, по-моему, неделю назад еще снег валил. Завалило так, что мама не горюй. Вот недавно же показывали. Какого, по-моему, 14 что ли мая. Если я не ошибаюсь. В снегу все было. Да, да. Я же тебе еще тоже говорил. Ага. Такое Пересекает движение. федеральную трассу, блин. Главная дорога пересекает федеральную трассу. Поток машин со всех сторон. Блин, поставьте светофор, да? Какие проблемы-то? А трогаться в горку как потом? Они же сделали из-за того, что оттуда они поднимаются в горку. Грузовые машины, технологический транспорт. В гололед им тяжело, они ходом залетают. По
идее, можно было как-то, не знаю, развязку какую-то сделать. Потому что тоже вот, раньше она вообще ничем не подсвеченная была. Знаешь, как тут влетали сколько? Да, до сих пор влетают. Каждый раз какие-нибудь эти новости Вот показывают. Да, они вообще специалисты ездят. Вон велосипедисты ездят. Тоже по трассе, блин, на великах. Дети. Конечно. Еще дурака валяют. А их тут на самокате догнать не может. Река Ортосала. Такая тоже бурная речка. Нет, заедем все-таки, дольемся, наверное. У нас еще полбака. Ну, что, если бы не долиться? А? Давай дольемся, конечно. Дольемся. Это же на заправку въезд, да? Сколько мне память не изменяет. Уваленный. У нас весь Саханнефтегаз сбыт в опте такой. Зачем нам делать подъездные дороги? Нафига? Фига. 92. Точно специалисты. Нет, тут 90. профессионалы ездят. Все как один. Мгм. Чё? А вон цена 66,20, 95, так же как в Улу. Ну, расход 11 литров на 100 километров. Это хорошо. Многовато, я 10 думал. Да. Ну мы летим просто. Ну как летим? Горки вверх, вниз. Водитель, не забудь достать пистолет из топливного бака. На заправке лежит куча снега. Чем-то присыпано углем, цементом, не знаю чем, черным. Паритет 73 рубля. Две заправки рядом. Как они думают, кому поедут заправляться? За 66 рублей или за 73 рубля? К тому же бензин, который неизвестно ослиной мочой разбавляют. Счастливого пути. 60 километров ограничения. Сейчас будут арачонки. Арачон 1, арачон 2. Ну мы там остановимся, да? На речке, да. Там же красиво. Тапочки только надо достать. Ты хочешь побродиться? Не побродиться, там холодно. Унесет. Просто эти сандали туда-сюда одевать. Везде все течет вдоль дороги. Как речки. Тут снега много, слушай. Правда, сейчас мы, наверное, на Титу приедем, а там снег. Ну не на дороге точно. Ну, не на дороге, конечно. Будем фотографироваться, да? Мы же снега никогда не видели. Да, летом. Редко видим. В холодильнике. В холодильнике нету снега, сейчас бесснежное. Ты давно не был в холодильнике. Слушайте, как интересно, прямо везде все в снегу. Хотя это Южная Якутия. Здесь обычно теплее. Даже вот сугробы возле домов лежат. Обалдеть. Ну, такого я точно еще не видела летом. Я видела снег, лед летом на Булуще. Но не вот это вот все. А сколько градусов на улице показывает? 17. 17? Опачки.
температуре плюс 17 градусов. Блин, ну такого я еще не видела. Я тоже. Максимум зимой все в снегу, летом, когда едем в шапочке, там в распадках снег, а тут зима, Лето и все в снегу. как в Альпах, как в Канаде. В Аляске. Обалдеть. Еще Аляску заберем, присоединим обратно. Там Екатерина наворотила делов, блядь. Ты без микрофона можешь. Ничего страшного. Те, кто надо, услышат. Обалдеть. Вот это правда, вот стоит увидеть, да? Такую красотищу. Да, мы же снега не видим вообще. Но летом же нет. Что начинаешь-то? Что, на нашем месте стоит или что? А что там наше место? Ну, под мостом же там или нет? Нет. Наша дальше, наша по прямой. А, нет, точно. Там же не было пятакада. Таксист. Кошмар какой-то. О, большая Юкте. Они растут. Была малая Юкте, стала большая Юкте. Вот деревня Большой Немныр. В следующий раз мы здесь в кафешке будем Нет, в кушать. Куранахе мы пойдем. В Куранах мы проехали уже. Это мы поехали маленький, большой, да и там. Заколебал, блин. Что, не здесь, что ли? Там, где мы ночевали. Ну, мы здесь же ночевали. Нет. Нет? Ты чё? Короче, мы ночевали не здесь. Жрать мы здесь не будем. А Ни хера снег здесь нету. Черная труба, черный дым из трубы. Котельная еще, у них снег, у них зима. У них зима. Котельная снегом топится. Хер не доводишь. Ну, что хочу, то Ну, гаражу. городи. Вот там водопад. Он Где? падает. Да, вот там уже не видно. Вот он в реку стекает. А, ну вон с трубы видно. А там по камням красиво так катится, как водопад. Помойка. После кладбища прямо свалка. Короче, едем дальше. Где наша арачонка? Да, скоро будет. Мы потеряли ее. В смысле скоро? Ты мне уже 3 часа обещаешь. Так вот, ребята, перевал Тит. Такая обстановка здесь. Печальная. Но делают, ремонтируют. Который год уже. Много сняли уже. Прям дофига прокопали. Но все равно грузовикам крутовато будет. А там что за теплица? Какая-то теплица. Кстати, в этот раз с Лерой, когда в Кангаласы ездили, дом под куполом-то он разобранный уже стоит. Ну, то Да, есть купол разобранный. Я же говорю, что без по-моему, стекол. снимали, да. И дом какой-то ободранный весь. Там машина стояла. Что у них там? Спа-центр. Поработали, пошли помылись. Я говорю, здесь ребята-то и не знают, что уже лето. Оно вроде бы как будто бы тепло, а везде снег. Уже деревья все распустились. Снеги А узкие здесь... торчат. Давайте, обратно буду ехать, чтобы асфальт положили. Мы в прошлом году также говорили. Ну, продвигается, все равно же продвигается.
Такие горы снега соскребли. Вот этот поскребун скребет. Обалдеть, конечно. Так вот интересно, да? Приехали из лета в зиму, можно сказать. В прошлый раз из зимы в лето ехали. Но когда из зимы в лето ехали, там постепенно все это было. Чем дальше, тем теплее, зеленее и меньше снега. А здесь просто резко бах и снег. Ой, почему он во всем белом? Это вот такой костюм, как у меня. Ремонтируется. Крест стоит. Так, куда? Коммутика. Стоит, куда ему деваться-то? Стабилизатор достать. Да, уже сейчас кончится. 10 километров написано было. А чего вот эту вот стоянку, смотровую площадку-то зарыли все, да? Нету. Ну, она же там была, они же, Ну. видишь, углубили. Ну, чтобы меньше сделать угол подъема. Грузовики легче заходили. Обалдеть. Офигеть, поле, блин, снежное. Там лавина была, видишь? Вижу. И ручьи из гор бегут. Таксисты, черепашки-ниндзя. Километров 300 метров. Все. Можно выдохнуть немножко. Тут, кстати, вот новая дорога, да? Которую вот Да. в прошлом, в позапрошлом году делали. Мы как раз с тобой ночью, в позапрошлом же мы ночью с тобой ехали в мае месяце, да? Да, где-то мы перед Алданом ночевали. До Алдана чуть-чуть не доехали. А в прошлом году уже сюда ближе продвинулась. Там мы на чем ехали? Мы на автобусе, а до этого на крузаке. Мы же на крузаке перед Алданом ночевали. Ну вот в этом. В Куранахе или как? Нет, в Куранахе это зимой было. В феврале. Да. Не в Куранахе, а в Немныре. Ну вот сейчас, где кафешки эти. Да. Немныре. Ну вот когда в позапрошлом году мы ехали, тут еще не была сделана дорога. Где-то там до В Немныра. прошлом году ее делали, мы ехали, когда с Димой. Я тебе говорю, в позапрошлом году А, в еще позапрошлом. не было, да. Она была там где-то. Где-то там. Что тут они делают? Мусор собирают. Нет, измерять.
подъезжаем к Немныру, там большой, по-моему, Немныр же, да? Еще бывает малый. Малый такой, да. Это большой Немныр. Я думаю, что в следующий раз мы здесь в кафешке остановимся. Попробовать. Справа. Хотя сегодня все... ну тут стоянка просто слева, поэтому там мы были. А здесь мы не были, но говорят, что здесь вкусно. Вопрос по вашему тексту, вы в Транзит. Закрыто. Что-то как-то закрыта она, короче. Не попробуем. Но здесь вкусно было, кстати, в этой кафешке, где мы кушали, да? Да? Или нет? Я не помню. Я что-то ела, мне понравилось. Ну да, что-то тебе понравилось. Там туалет единственно грязный был. Вот, Жутко. вот это и не понравилось. Вот давайте, чтобы понять всю суть, мы посмотрим все-таки чуть больше из видео, да? Вы смотрели свой клип? На Река большом Большая экране. Хатыма. На большом не смотрели? Так посмотрите, вам откроется много подробностей. Например, то, что... Сейчас просто едем с Антоном, вспоминаем, что в позапрошлом году, в 23-м, мы возвращались с Алтая, из Москвы. 26 мая мы приехали домой. То есть здесь мы ехали 25-го. И не было снега. Зелени не было, еще ничего не распускалось, но снега такого не было. Где-то там какими-то, может быть, пятнышками, кусочками лежал. Надо посмотреть в своих предыдущих фильмах. Ручьи с гор стекают, как водопады. Перед Чульманом тоже такая дорога. Один работяга. Видимо, не пьет в пятницу. Провинился. И уже свалили. А, нет, пустой же. Свалил нас. Тоже свалил, ну. Нет, там сидит на башкове. А, ну да. Дрова в печку подкладывает. Когда они здесь тоже прокопали, сколько. Нехило так. Прямо сняли. Коляна везут. Сломался, что ли, Колян? 31-й регион, это кто? Я тоже не знаю. Не помню. Сейчас освежим память. Ну. Мост через реку Чульман. На Чульмане или дохода нет? Есть некоторые детали, там не все понятно. Я не плачу, я не плачу. Вот 17:45. Мы в Нерингре на заправку. Очередь. Там нету. А почему все сюда? Потому что, наверное, там что-нибудь, какая-нибудь колонка не работает, как всегда. Нет? Все на месте. Так. Опа, а тут 68,50. На 2 рубля дороже, чем там везде. А, ну правильно, они же опти. Они же везде. Там просто аппарат с кофе стоит, надо уже его отбивать. Вот остановились. Стеклышко протереть. Пописать. Пописать. Остановились стеклышко протереть. А тут вот такая вот история. Ужас какой-то вообще. Просто приезжают сюда и вываливают свинарник. С твоей стороны протирать? Протирай. 50 рублей. И плакат рядом висит. Сохраним нашу природу. Прямая линия лесной охраны. Нерингри сохраняет
Все в свинарнике. Ужас. Дальше везем. Руку в реку, враг за руку, в реку сам. Каждый по-своему самоходит. Сунул грека руку в реку, враг за руку, греку сам. Грека в реке рак, язык заплетается, в реку сам. Классно. Уже далеко за Нерюнгри уехали. А тут все еще зима. Что за странности такие? Погода, температура воздуха-то главное хорошая. Сейчас 15, да? 16. 16. Все тает, конечно, льется. Я представляю, сколько тут снега было, если его еще столько осталось. Сейчас мы едем на том участке дороги, на котором мы в прошлом году пробили 2 колеса сразу, одновременно. Ничего не изменилось. Все так же торчат острые камни. Вот машина какая-то стоит, скорее всего, тоже что-то у них произошло. Женщина там. Такой бурный поток. Смотрите, вот ручьи стекают оттуда сверху. И получается вот такая река. Берега. Жесть. И вот на том же самом месте ребята пробили колесо. Сейчас я покажу, в каком оно состоянии. О. Жесть. Тут остановились, помогли запаску снять. Сейчас поставят. Уж мы-то знаем, что это такое. Ну, вот, короче, помогли ребятам колесо поменять. Они из Нерюнгри тут в Тынде живут. Познакомились Аня и Женя. Поболтали, размялись. Да. Можно сказать, на том же месте, да? Где и мы тогда пробились. Да, почти. Только они правое заднее пробили. Показывает до Тынды 109, Соловьевск 239, Невер 279. Просто я говорю, мы так с осторожностью уже едем, а все летают. Страшно так. Камни эти как торчали, так и торчат, страшно. Внимание, опасный участок, 2 километра. Это единственный человек, который сегодня у нас в гостях. Почему он такой опасный? Гордон Рамси. У нас есть свой город. Снег как цементом покрытый, черный весь. Самый главный Ужас. шеф-повар страны Константин Ивлев. Вот на этом месте мы где-то прокололи колеса в прошлом году. Пробили, блин. Профигачили. Да вот они, по-моему, здесь эти камни. До сих пор. Кошмар. Что творится. А потом мы спустились немного вниз. Нам посоветовали, сказали, тут рядом. Чтобы пыль не глотать. Ровный туалет бесплатный рядом, блин. Сейчас, по-моему, уже закончится эта дрянь. Но потом начнется другая. Поэтому хочу доехать до этой реки со включенным телефоном.
Нифига, как, по-моему, грейдера тут и не было, они так и торчат. Ну, На обочине не видно. грейдер, хоть не грейдер. Там эта бурная река течет вдоль дороги, размывает. Стекает вообще просто 100 ручьев. Какой ужас. Как здесь машины носятся вообще по вот этим всем. О, все, вот сейчас оно закончится. Девушка за рулем, да? А вот так, не дай бог, девушка. Ну, блин, так же Вспухнет. становится кто-то такой же, как Вспухнет. я. Думаешь, я один такой, что ли? Но я надеюсь, что я не один такой. Начнем с этого. Ну, видишь, эвакуатор кого-то тащит. Фух. Чувачок сидит. Снега нет. Блядь, песок. Короче, решили не выходить. Вот смотрите, какой там чувак сидит. Охранник. Что-то у него там инженер, он что ли? Он с какой-то бумажкой. А, или он за столом, непонятно. В сапогах, главное. За столом, типа. Ну все, пока-пока, паренек. На нахта. Конечно, вниз едем. Ну тут дальше-то не лучше. Ужас какой. Непонятно что. Озера разлились по дороге. Каша, грязь. Кусочек асфальта был. Видать, этот чувак-то охраняет, и кусок асфальта не дают разгрызть. А дальше то же самое. Надо снять дальше-то. Вы не подумайте, что у нас прям совсем плохие дороги. Они не все плохие, есть и хорошие. Просто на хороших дорогах сидишь, балдеешь и забываешь снимать, болтаешь. До Невера 223. Время 9 вечера, мы приехали в Тынду. Сейчас заправимся же, мы решили здесь заправиться в Блин, у Тынде. нас как бы... Или до Невера. Сколько у нас? Да четверти нету только. Не знаю. Давай до Невера тогда, что? Как скажешь, так и будет. Из трубы какой-то дым идет, и труба такая вся светится, интересно, красными фонарями. О, фонари зажглись для нас. БАМ-стадион. Слушай, я не помню, такого стадиона не было в прошлом году. Новенький, что ли, смотри-ка, построили, видать. Почему-то тоже не помню. Тут железная дорога. Такие фонарики там синенькие, приятные, всегда горят. Семафоры, а не фонарики. Семафор это типа светофора. Фонарики это которые на рельсах какие-то фонарики. Семафоры. У них все семафоры. Да? Да,
Я думала, семафор это светофор из двух фонарей. Сегодня в зале сидит легенда. Легенда. Ты стебешься надо мной сейчас? Вань, тебе было больше вопросов? Вот 11 вечера. Мы подъезжаем к Неверу. У меня уже галлюцинации начались. Здесь фонари светят, я чай попила, вроде проснулась. Ехали. Не хочу просто крутиться ночью. У меня Заколебал балаболь. Ехали по темной дороге. Лес с двух сторон. Я, видать, задремала, глаза открываю, а мне кажется, что по краям дома многоэтажные стоят, причем с такими яркие, разноцветные какие-то в темноте. Интересно так. И на первых этажах у них как будто везде там торговые центры или что-то. Все стеклянное, светится. Это ж надо такому привидеться. Все, уже баюшки. До Хабаровска 1176. Талдан 68, Магдагачи 150. Заправка Чита-Хабаровск называется, трасса 992 километр. Сколько-то я посмотрела, там 63-20, Сейчас на колонке 95. увидишь. Экомаркет. Что ж такое? Время час ночи, без 10. Налево. Мы приехали в Ерофей Павлович. Как всегда, все битком забито. Вот местечко нам как раз есть. И там есть. Везде есть. Прямо 5 километров. И правильно, что не поехали по-старому. Вот новый маршрут. Мужик обломался, ага. Тоже, походу, сюда хотел. Ну вот как-то так. Короче, сейчас мы ляжем спать. Сколько мы проехали сегодня? Сейчас скажу. Диапазонка. 65 1292 километра от дома. 1292. Мгм. Ну все, спокойной ночи нам. И вам спокойной ночи. Вот так вот мы спим. Антон так любит спать. Я не люблю. Ну, есть. Антону пофиг, как спать. Я положила под ноги себе рюкзак. Мне будет более-менее удобно. А Антон как ехал с педалями целый день, так и будет спать. Пофиг ему. Хотя можно было в гостиницу пойти. Ну все, спокойной ночи. До завтра. Завтра будем в гостинке ночевать. Доброе утро. Как вам спалось? Прекрасно. Мне тоже хорошо. Время 5 часов утра. Проснулись от того, что замерзли. Ну, не замерзли, а прохладно стало. Соединение со спутником. Завели машину, Диапазонка. полежали 15 минут. Короче говоря, решили, что поедем. Ну, просто все, уже выспались. Уже дальше не будем спать.
Или ты еще поспишь, Пузик? О, пятерочка с нами спала. А это кто? Тоже пятерочка, только ободранная. Ой, они прям все друг за другом поехали хором. Проснулись. Короче говоря, ребята, еще раз доброе утро. Переночевали мы в машине в Ерофее Палыче на стоянке. Проснулись в 5 утра, выдвинулись в сторону Читы. Ехали сюда по темноте, я говорю, так интересно, вот буквально несколько часов, там несколько сотен километров, и такая разница, такой контраст в природе. То есть по Якутии мы ехали, все было в снегу, деревья все серые. Только въехали в Амурскую область, сразу же видно, что деревья, ну, по крайней мере, лиственницы уже зеленые стоят, березки только собираются зазеленеть. Травка зеленая, снега нет. А сейчас вот сюда мы приехали по темноте, и сейчас выезжаем, а тут все лиловое или какое там, все в багульнике, везде цветет багульник, такая красота. Сейчас вот где-то увижу, покажу. Все равно сейчас будет там просто вот эти вот горки по бокам. Они все цветные, красивые. В позапрошлом году мы также ехали, везде багульник цвел в мае месяце. Очень красиво. И прямо тут такое, ага, уже все зелененькое, пушистенькое. Чем дальше едешь, тем зеленее. Но я думаю, скоро эта лафа закончится, потому что Забайкалье горит, судя по новостям. Запаха дыма пока еще нет. Но скоро он появится. Потому что по Забайкалью, мне кажется, когда бы мы ни ехали, всегда там дым. Густой, не густой, где-то отдаленно, но всегда он присутствует. Мне кажется, даже зимой у них там вечно все горит. Вот оно все. Лилового цвета. Вот так вот. Обалденно, конечно, вообще просто зрелище. Так что мы пока едем. Сейчас немножко солнышко выглянет, согреет землю. Мы остановимся, примем водные процедуры и потом где-нибудь позавтракаем. До Читы нам, что там показывало, 770 километров, да? Ну, 800. 50, навигатор показывает до гостиницы. До гостиницы 750. Забронировать. Едем. Вижу, что ты меня видишь. Давай. Кукуй. Сидит там, вертит своим хвостом. Ну? Посмотри, хвост как задирает кверху. Ох ты, улетела. Вот это Забайкальский край уже. Такая ужасная дорога. Она с каждым годом все хуже и хуже. Прямо волна, она вся попровалилась, бедная.
Везде дырки. Кое-где есть заплатки, но заплатки эти не помогают, по-моему. В общем, сейчас мы будем вот так вот до самой Читы ехать. По такой плохой дороге. А когда-то она была идеальная. В 2012 году. Ух! Вот такие вот волны. Шторм на дороге в Забайкалье. Ух. Нефтемаркет. 95-й, 72-10. Офигеть. Ну, чуть-чуть дольем. Думаешь, да? А, вот здесь нефтемаркет мы заправлялись в прошлый раз. Поэтому записано. А там другая заправка была. А вот они, эти пятерочки, сюда приперлись. Не-не-не. Вот она, вот это вот выезжала, ободранная, да. Ну вот, мы опять неизвестно где. Потерялись. Потерялись. Маршруты строю, перестраиваю, нет А он дорого. кушать Ольга купил. Бузова. Через 100 метров поверните налево. А затем... Случилось, он что, врезался, что ли, в отбойник? Господи. Там никого нету? Так, а здесь что? Колесики. Видимо, нас таки прибили. А, Самые молодые. Самые молодые. в общем, вышло солнышко. Стало ярко, красиво. Сейчас где-нибудь найдем сворот, остановимся, умоемся. Тут прямо уже лиственницы такие пушистые, пушистые совсем. Значит, здесь теплее. В Забайкалье еще теплее, чем в Амурской области. Ты перелил воду, да? Или Я ты в меня? бутылочке перелил, с них удобнее мыться будет. Ага. Щетки в этом, Синий чемоданчик. ну, вот это не вижу там. Синий чемоданчик. Вот же, вот щетки. Хотел бы на поезде прокатиться? А я хотела. Догнать? Но он же не пассажирский. Налей мне еще воды. Нифига ты решил весь помыться? Бошку. Что тебе башка, блин? Грязная. До вечера бы уж потерпел. Холодная ее. Ну а хер ли ты хотел, блин, мойся. Дай сюда шампунь. Фу, блин. Еще брызгается. Давай. Давай, Блядь, говорит. пены-то нету, по-моему. Есть. Ух, хорошо. Ну ты че штаны-то намочил? Фу. А где оно? Вытрись пока своим. Я понятия не имею, где оно. В рюкзаке же где-то. В душ, блин, идет и не подготовился. В камере. Иди к камере, говорит. На мой микрофон подержи. Я теперь в два буду говорить. Чуть-чуть мне капни. Что волосы-то надо было собрать? Полить на них? Где у меня резинка? Здесь, давай. Блядь, я выпил почти всю воду. Я тебе сейчас выпью, блин. Тебе не хватит. Наливай полную резинку. Так они у тебя дырявые, не наливаются, не вытекает все. Да-да-да.
Чтобы сразу и носик промывался, и все там. Все ты там поэкономней давай. Ой, блин, еще давай. Еще надо? Мое? Мое, вот оно. Колбаса холодная, колбаса холодная. О, рыба замороженная. Ну и все. Нормально. Мясо сорвется тоже. Это откуда? Фу, после зубной пасты фанта какая противная. Всегда так было. Это проломчик мой. Опа. Ну все, мы умытые, чистые, красивые. Едем куда-нибудь позавтракать, да? Да рано еще в кафешках, видимо, не готово. Ну, посмотрим. Блин, слушай, у нас колбаса здесь лежит. А хлеб? И хлеб. Ну давай перекусим, сейчас все равно в кафешках ничего не будет. Кашку хочется, конечно. Да? Ну это я на камеру сказал. Хорошо. Ладно, сейчас придумаем. Через 2 километра там какая-то душевая с телефоном нарисована. Может, там кафешка есть, посмотрим. Ну вот от Ерофея Павловича мы проехали 3 часа со всеми остановками, умываниями. 200 километров, грубо говоря, да? 227, хорошо. И уже видно какую-то дымку. Забайкалье. А я говорю без микрофона, и меня, наверное, не слышно. А я уже привыкла тихо говорить. Ну, раньше-то я орала вот так вот громко, чтобы меня было слышно. Хочу где-нибудь здесь коптер поднять, где поезд будет идти, ну или железная дорога, чтобы лес не сгоревший, без дыма пока что, и багульник. Какие-то домики везут. Типа для строителей, наверное, какие-нибудь, да? Как их там называют? Времянки, бытовки, строевки. Да, дорога, конечно, вообще трэш. Желтомар. А до этого был какой-то тоже желто что. Желтулак. Желтук. Что такое? Вот в Забайкалье делают дорогу. Хоть что-то. О, красота какая. Это где? Сколько километров до Читы осталось? 500. 500? Точно будь здоров. Да что ж такое? Что сразу? Знаки сиськи. Точно. Посмотри, какие тут березы зеленые. Ну просто мы сейчас ехали, очень большой участок сгоревший был, там вообще ничего не было. Одни палки торчали. Так, ну здесь все. Конец хорошей дороги, а там, я надеюсь, прошлогодняя хорошая. Почему-то она здесь так быстро убивается. Тоже, видать, почва такая. Какая попала. Там вышка какая-то на горе стоит.
посмотрим. Ну вот это, видимо, прошлогодняя, которую делали как раз, когда мы ехали обратно, по-моему, уже, да? Может быть. Ну ладно, есть немного хорошей дороги. Радуемся, едем дальше. Ну вот. Вот он, этот дым. Сейчас, видимо, до самого Улан-Удэ, до Бурятии, наверное, да? До Иркутска. Бурятия тоже горит? Вот, плохо, страшно. Столько березок мертвых стоит. Почему-то интересно, лиственницы выжили, а березки зачахли. Может, они еще оживут? На горе сердце он какое. Кто-то нарисовал сердце буквой М. Вот, кстати, оазис. Недалеко же заправка. 95 и 71 рубль. Это мы еще даже до Чернышевска не доехали, да? Сейчас, конечно, 200 километров остается когда. 200, мне кажется, 400. Значит, сейчас Я не 475. помню. Все дымом запахло. Ага. Я вот честно не помню. Мне кажется, почему-то 400 километров Чернышевск. Или Чернышевск. Штраф поймал? Ну а чё ж ты сидишь? Рот раздинул. Река черная. Чернышевск 173 осталось. До 478. Под 300 километров от 4. Чернышевская же первая заправка, да? Или нет? Нет, по-моему, не помню. Перед Читой, перед самой. Фу, так воняет, как будто бы, блин, свалка горит, но как будто не лес. Впереди земляк едет. Один, по-моему, да, в машине? А? Впереди земляк едет один в машине. В грузовике-то? Да. По-моему, один, может, туда отдыхает. Ладно, что, едем дальше. Ехать-то все равно надо, нюхать. Главное, что дорога хорошая. Надеюсь, что ее будет много хорошей. Ну, какой малышочек желтенький. Вывалился у какого-то. Потерялся. Ну и ка-ка-ка. Ко-ко-ко. Ребята, вообще все сгоревшее. Так не было, конечно, в прошлом году. Это свежее все. Со всех сторон сейчас просто там, везде чернота. Жалко так. Такие площади. Вот тоже черный. Прям запах такой едкий стоит. Все черное уже на протяжении нескольких километров. Ну,
все туда уходит далеко. Там справа была железная дорога, вокруг нее, вдоль нее все черное. Вокруг деревни все черное, но деревня вроде целая. Все, вот смотрите, какие площади. Просто конца и края нет. Все сгоревшее. Ой, птицы полетели, целый косяк огромный. Вот они. Вот после Чернышевского, или после Чернышевска, вот такая история. На протяжении уже нескольких километров, слава богу, ничего не горит. Но вот странно, я говорю, в Забайкалье всегда желтые поля вот этой сушеной травы и зимой, и летом. Зимой такое ощущение, что у них снега нет. Даже в Якутске уже сейчас зеленая трава, а здесь все желтое, все сухое. Поэтому оно все и горит. Вообще, на самом деле очень страшно. Просто ехали столько времени, вокруг все черное, это прям катастрофа. 2 лисы, да, сбитые, видели. Тоже лисы, наверное, убегали бедные от огня. Я представляю, сколько там животных погибло. Сусликов. Страшно, страшно. Просто интересно, столько, я не знаю, сколько гектар, сотни тысяч, я не знаю, горело всего вот этого леса, поля. И как вот он так распространился, Ветерок. этот огонь? Ну, понятно, что ветерок, но это же, блин, мне кажется, просто его никто не тушил сначала. Думали, ай, ну, я не знаю, это мое мнение, конечно. А когда уже начали, уже поздно было. Так что вот такая вот, такое Забайкалье. Каждый год, в любое время года, вот оно такое. Каждый год. Да. Проезжали там, снять не было возможности. Деревня маленькая, там несколько домов. Может, она даже и заброшенная была какая-то. Вся тоже выгоревшая, одни печки стоят. Страшно. Все, что было металлическое, осталось, и каменное. Заборчики, печки. А нам до Читы сколько осталось? 250 километров. Гнезда вороньи сидят там, много так. Сегодня выходной. А это, кстати, по-моему, не вороны. Какие аисты? Сам ты аист, блин. Цапли. Нет, это эти какие-то, блин, сороки, может быть. Трудолюбивые, короче. Кстати, дорога классная. Вот её делают. Тьфу-тьфу-тьфу. Надеюсь, что она такая до Читы будет точно. А, кстати, между Читой и Улан-Удэ тоже же делали, да, дорогу? Или нет? Что-то я не Там помню. вот километров Какой-то 5. кусок, да? Да, какой-то делали, по-моему, возле Читы, который самый хреновый. А так-то дорога там отличная. По степи. У чувака на фуре написано: рации нет. Кто ему, интересно, написал?
Чё? Тот, кто к нему не А дозвонился. что там ниже за слово написано? Мажор или нет? Нет. Последнее. мажор. Мажор, ну. Сколько градусов? 21. Чувствуется, что прямо тут тепло. Ну вот, 21 градус. Где у них, блин, зелень? Зеленая трава вот только по обочинам. Ёб вашу мать. Поэтому у него рации и нету, блядь. Ну. Чтобы его не материли, блядь, дебила. Напугался. Кошмар, блин. Все напугались. Я тоже напугалась. Пятидесятый регион это кто? 50-й Омск. Коровушки радостные пасутся. Травку нашли. Проехали, не увидела. Вот, смотри, это же искусственные насаждения. Ну это чтобы не переметало дорогу. Да? Коровы везде. Они, короче, нашли зеленую траву, видимо, вдоль дороги. Скорее всего, горело тут когда-то. Выжгли сухую, поэтому зеленая есть. И вот они радостные тут пасутся, свежую травку. Это вам не вот эту вот сушеную, вяленую. Метров 200 до Читы, наверное. Может, чуть меньше. Решили размяться. Съехали с дороги. А тут какой-то водоем. На улице жаришка такая хорошая. Прям лето-лето. Пойду посмотрю, что за водоем. Если в грязь ни в какую не втюхаюсь. Так-то вроде бы сухо везде. Вот сухо прямо очень. Все аж хрустит под ногами. Ну это какая-то просто речка-вонючка, видимо. Он так там журчит где-то шумно. Как будто все по-настоящему. А на самом деле вот. Ничего интересного. Так, Антон там стекло натирает лобовое. Так, я надеюсь, в Забайкалье клещей нет, или они везде. Но если что, у нас страховка есть. Мы им покажем, клещам, страховку. Как наши бабушки показывали на Алтае. И все. И клещи к нам не пристанут. Срачельник тоже такой. Свалка. Тоже вот люди приехали, видать, отдохнули. А свинарник за собой не убрали. Как везде. Тут вот горело. А дорога вон она вверху идет. Вот чем ближе к Чите, тем страшнее. Только что вот мы гуляли 15-20 минут назад, там такого дыма не было. А, вот он прямо валит. Японский городовой. О, мамочки, как страшно.
Ой, блин, там открытый огонь. И мгла такая мгновенно. В телефоне так не видно, как тут темно, страшно. Ужас. Вот вам, пожалуйста. Все горит. Тут тоже жуткий, едкий дым. Вау, тут тоже прямо вот клубами валит дым. Мамочки. Ужас. Там горит. Да, тут тоже горит со всех сторон, с двух. Тут клубы прямо. Сколько леса. Вообще ужас, страшное дело. Смотрите, сколько едем уже. Вот это вот все горит. Оно там вот слева горит. Что я не могу снимать отсюда, не видно. Ну, непонятно будет, не видно. Но на камерах показывают вообще ярко. Ну, Так нет, и в нет, телефоне тоже ярко. Там ничего не видно. Как будто, блин, Крымский. как по ночи едешь. Неправильно крымский написали. Вот здесь немного просвет, видимо, здесь не горит. Здесь уже он все сгорело. Уже все сгорело нахрен. Охренеть. Вообще все просто пепелище. Просто пепелище. Ужас А где вообще. тушил это вообще? Или бесполезно тушить? Смотри, со всех сторон. Просто писец полнейший. Ужас. Дорога, в принципе, нормальная. Ремонтируют дорогу там-сям. А что, мы под красный можно ехать, да? Просто обнаглели, видимо. Мы что, тоже под красным поедем? Блин, они же забивают полосу. А, Я же не первый поехал. Все кончилось. тут никого нет. И тут красный горит. Нормально. Ни туда, ни сюда нельзя ехать. Мы же уже несколько раз так Да, ездили. да. И как раз, кстати, на этом же, ну, на этой же Да. трассе. Получается, не горит только в Чернышевском районе. До него и после него горит везде. Чернышевский хорошо защищают, что ли? Там, кстати, даже вот сверху, когда едешь, видно деревушки маленькие, они так хорошо окопались, прямо ров противопожарный себе сделали вокруг домов. Потому что если эта трава пыхнет, то там что за Это смешнуля, большой смешнуля. автовоз. Скоро Автовоз. вырасту, говорит. Стану фурой. Автовозик. Автобусик. Может, свою самооценку алкоголем поднимаем. Запасочки. Нифига себе колесики. Больше, чем машина. Спаточки хочешь? Я что-то, блядь, раздевался. Раздевался. Ну, маленько осталось 100 километров. М? Маленько осталось 100 километров. 77 до гостиницы. Ну, тут уже прямо лес зеленый такой. Лиственницы зеленые. Березки, правда, какие-то не очень. Ну, дорога до Читы нормальная. Лучше, чем была, да? Лучше, чем было. Прям гораздо лучше, чем в прошлом году. Я не знаю, что вот сейчас там. Ну, перед Читой же делали тогда, я думаю, что вот тоже нормальная.
машин сегодня много. Машин до хрена, на трафик бешеный. Ну, вот этих вот больших. Я представляю, что дальше будет, блядь. Че материшься-то? Я представляю, что дальше будет. Где мат-то? Да. Ну, посмотрим. Дальше будет интересно. Да ничего. Потому что тут самый скучный участок дороги Но от Невера до Читы, да? До Невера тоже не веселый. от дома до не до Читы. Да, от дома до Читы. От дома до Читы скучненько. Интересно, сколько раз я по этому участку проехал, блин, за всю жизнь. От Якутска до Нерюнгри, блин. Не знаю. Сколько ты там проехал? Сейчас хотим до гостиницы, как обычно у нас Амур. Гостиница ну, прям по пути. Никуда заезжать, съезжать не надо. Номер забронировали заранее. Утром сегодня позвонили. Правда, номер тот, который нам не очень нравится, но других не Где было. башкой бились-то? Ну да, у них других нету тут с двухспальной кроватью, только с раздельными. Вот. Все, там переночуем, там же, наверное, поужинаем, если там кафешка есть, если она не изменилась, та же вкусная кафешка. И все, а утром раненько выспавшиеся встанем и поедем, скорее всего, до Байкала, до Култука. Там видно будет. Заранее не загадываем. Ну, Култук забронируем с утра тоже. Да, чтобы перевал рано утром пройти. Выйти уже до Красноярска. Вот опять к Чите приближаемся, опять все в дыму. Дым валит. Тренога где-то стоит. Ага. Поморгала нам встречная машина. Сзади мечется. Да. Ну, за нами, который едет. Ничего, месяц Ну, обогнать. обогнать хочет, а там столбики везде, то встречка, то столбики. Тоже вот дорожники, представляешь, в таком дыму работают, да? У них там в легких, наверное, мама не горюй, что творится. Любопытно, конечно, на все это смотреть. Ну, страшно. Прям стихийное бедствие. Вот. Один через один без фар едут. Блин, ну в таком дыму вообще, конечно. Чудовище. Вот, опять. Эти два подряд без фар. Чудовище. Генератор экономит. По-другому не назовешь. На обгон, блин, идешь, а его и не видно, он серый, слился с дорогой. Права купил? Видимо, да? Угу. Ну, пока за правами стоял, мозги закончились. Сначала же надо мозги покупать, а потом права. Не модно сейчас. Не модно. Ладно, подъезжаем. Сколько там осталось? 137 километров. Ну, вот тоже, блин, едет. Чудовище. Чудовище. Мы их чудовищами называем. 693.
Причем их вот в Забайкалье именно много почему-то. И Хабаровский. И в Хабаровске. 27-й, 75-й регион. С 27 вообще по трассе ездить нет. Мы же уже это обсуждали Ага. и показывали. Я один, я король дороги. Посередине. Задний стопудово нарушать будет. Он тоже без номеров, да? Перегонщик. Нет, боится на повороте. Ни хера не боится. Нам не страшен серый волк. Говорят же, где там, в Абхазии, по-моему, да, специально так делают машину. Да, это фига где. Машину запускают, Нюрнберге раньше еле так делали. идущую. В Нюрке так раньше делали тоже. Ну да, нас же тогда остановили. Мгм. Ну все, обогнал, тебя хлопнули тут же. Поэтому ну его нафиг. Я без прав не хочу оставаться. Пускай обгоняют кого надо. Угу. Еще не краснел здесь, блин. Перед местным ГИБДД. Угу. Не говорил, что я козел непонятливый. Больше так не буду. Но хочется рулем мотнуть и в тапку утопить. Да не говори. Я что представляю, сколько нам еще ползти. Да. А этот Что бедный 32? двигается. Проезжайте, говорит. Не пойду я обгонять Ну. его. Нарисовали сплошную. Значит, она нужна тут. Не просто же так на повороте сплошную рисуют. Она долго будет длиться. Да. Там такой караван. Мгм. КамАЗик, ты нажми чуть-чуть. Куда дальше? Потому что и так никто обогнать не может, да? О, там точно машин, мама дорогая сзади. Все телятся. А у нас еще один поворот. А ну вот 800 метров парковка, может он встанет туда, чтобы все проехали. А может там будет. Бедный КамАЗик, блин. Куда даже едет он со своей бочкой. И ползет. Ну как ползет, едет, видишь, колесики крутятся, значит едет. Что ты его обижаешь? Он еще с прицепом же. А, да? Ну, там дрова, а тут бочка. А, да ты чё, нифига себе, это Вон у он. нас активисты, блядь. А, это который. Как ты сказал-то? Автовозик, блядь. Автовозик.
Отлично, у нас за терпение. Съедь на стоянку. Ну, напиши ему. Там еще один идет. Дрововоз. Эй, не напиши, а скажи, а там, видишь, поворот запрещен. Знак стоит. Мама дорогая. На стоянку пошел, да. Офигеть, если бы он еще ехал. Ну, смотри докуда. Смотрю. Здесь вот так вот. Дан, проснись. Осевое ограждение. И все. Да. Здесь бы мы его пошли бы. Хорошо, хоть не к утру. Пылесос в канале. Приехали мы в Читу. Время, почти 3 часа дня. Гостиница «Амур». Не в самой Чите, на трассе. Мы здесь постоянно останавливаемся. Нас устраивает гостиница. Ну, кстати, там вон деревья цветут какие-то. Тут кафешка есть на 1-м этаже. Но мы все время в нее не попадали почему-то. То она закрыта была. Нет, один раз когда-то попали. Нам было очень вкусно. Потом сменились хозяева у кафешки. Вот. Не знаю, сейчас посмотрим. Номер зашла, посмотрела. Номер чистый. Все нормально. Вот воняет тут какой-то солянкой. Я всегда забываю в этой гостинице номер показать. Пришли уже, все бросили. Быстро умываться. Хотим покушать. Потом придем, помоемся и спать. Вот в этом номере неудобно, что на дорогу окно выходит. Такие же 2 номера есть, во двор выходят. Поэтому... А так, в принципе, нормально. Чисто. Чайник есть. Вот сейчас термос возьмем. Забыли термос в машине. Полотенчики по 3 штуки. Тапочки. Халаты даже есть. Обалдеть. Так что... Так, ванна, туалет. Туалет, раковина. Ну, этой штукой мы не будем пользоваться. И душевая. Даже фен есть, кстати. Голову тогда помою сегодня. Все. Кашечки взяли. Блин, вилкой покажу. Супчик. Ой, там пельмень. Это бурятский какой-то суп. 2. Вкусно тебе? Как? Бурят ты мой. Салатик гнездо глухаря. 2 морсика. И сейчас еще бузы попозже принесут. 5 буз классических и 3 жареных, да, по-моему. И за все это заплатили 1500. 1550. А то сейчас поправишь меня, да? Кафешка прямо на 1-м этаже. Приятного аппетита. Ну, а мы говорим вам всем спасибо за просмотры. Не забудьте подписаться на наш канал в YouTube и в Telegram. Благодарим вас за лайки и комментарии.